Торговые павильоны растут в нашем городе как грибы после дождя. Причем их строительство в сравнении со значимыми объектами социальной инфраструктуры, будь то спортивные объекты или дворовые площадки, просто удивляет своей скоростью. То там, то здесь поражающие своим масштабом гипер- и супермаркеты, модные бутики, торговые палатки. Наглядный пример – Новый город, проспект генерала Тюленева, 28. В радиусе 300 метров свыше 100 торговых точек. И чуть ли не все позиционируют себя как магазины товаров первой необходимости. А потому под их работу администрация города в свое время с легкостью отдала детские сады и остановки общественного транспорта. Так, вокруг нашего дома 2 рынка, значит 2 супермаркета, 56 торговых точек. И в нашем доме магазин «Славянка». И 2 рынка. Крестьянский базар и рынок Пимы. То есть торговых точек более 100. Но для предпринимателей и этого мало. Так, на прицеле у застройщика госпожи Даниловой оказался живой уголок, небольшая парковая зона по соседству с домом, где когда-то росли деревья и были посажены цветы. Но градостроители пошли на поводу у бизнес-вумен и одним махом разрушили то, что в буквальном смысле создавалось руками самих жильцов. Мы, жильцы дома, просим признать, так как она была арендатором этой земли с 2008 года, она никогда здесь не убиралась, никогда ничего не делала. Мы жили как на свалке мусора. Убирали, подметали, сажали цветы, сажали деревья, жильцы дома. Мы просим администрацию города, управление, вот всех просим, чтобы ее признали недостойным арендопользователем. Чтобы она понесла свою какую-то ответственность за снос деревьев. Дом в связи с выборкой грунта увеличит трещины. Так когда-то выглядело это место. Оазис в асфальтовых джунглях – одно из немногих оставшихся мест отдыха для детей и их родителей. А вот во что оно превратилось сейчас. Видимо, руководствуясь принципом «каждой квартире свой магазин», администрация с легкой руки отдала на растерзание и эту площадь. Вот только самих жильцов об этом никто не спросил. Строительство у нас началось 14 декабря. Приехали равнять снег для строительства площадки. На следующий день, 15 декабря, приехали, пробурили дыры для забора. Мы стали обращаться в администрацию. Прием Милушкин сказал, что идите собирать подписи совместно с Даниловой. Данилов сказал, ей это не нужно. Собрали по 480 подписей, и эти подписи посылали и Медведеву, и Путину, и Морозову давали эти подписи. И вот 19 июня они приехали уже копать здесь, ставить забор и копать. Впрочем, застройщик Данилова в свое время предоставила власть имущим документ с подписями жильцов, которые якобы не возражают против строительства торгового павильона по продаже товаров первой необходимости. На деле документ, считают жильцы, обыкновенная подделка, сомнительное содержание, да и почему-то скрытые фамилии тех, кто в нем подписывался. И вопросов такого рода достаточно много, как к самой Даниловой, так и к чиновникам. Один из главных – замена в документах о строительстве категории здания с простого павильона товаров первой необходимости, за который якобы подписывались жильцы, на объект по оказанию развлекательных услуг. Как такое оказалось возможным, жители дома не понимают. Наша вот эта вот зона призналась зоной Ж4. Зона Ж4 – зона для строительства магазинов первой необходимости. В данный момент необходимости никакой нету. Мы категорически против постройки этого магазина. Потом, по каким-то магическим образом, эта зона превратилась в зону С3. Это в то время она превратилась, когда ее муж был депутатом. Зона С3 – зона досуга и развлечений. То есть она здесь может построить кафе, боулинг может построить, ресторан может построить, ночной клуб может построить. Это в 20 метрах от дома. Первый раз так слышу, что развлекательный центр или товары первой необходимости. Насколько я знаю, что строительство получено под разрешение товаров первой как раз необходимости, а не развлекательного комплекса. А стройка началась правомерно, имелось это разрешение на строительство и все сопутствующие документы. После многократных обращений жителей к власть имущим с просьбой принять соответствующие меры, по заверениям главы администрации Заволжского района, 22 июня строительство было приостановлено до, цитирую, урегулирования ситуации. Жители близлежащих домов вышли с протестом, что они против строительства. Жители бросаются под экскаватор. И тот издал постановление приостановить стройку до урегулирования, повторяю, вопросы с жителями близлежащих домов. Так как они пояснили, что нам
торговые комплексы не нужны. Их достаточно в наличии рядом. То есть чиновники услышали народ, технику вывезли, работы прекратились. Вот только застройщик так просто с этим лакомым кусочком расставаться не желает. Имея благодаря члену общественной палаты, руководителю рабочей группы по вопросам государственной и муниципальной собственности и по совместительству мужу прикрытый тыл, Данилова заваливает жителей письмами с угрозами судебного разбирательства. Знаете, письма пишет. И всем одинаковые. Вот все. Про какую она вообще честь и достоинство говорит? Где же у нее честь, если 22-го письменно вызвал Милушкин, сказал, что все, нельзя, а на 25-го приехали, еще больше вырыли и смоталась. И она еще от чести и достоинства говорит, начинает на нас заваливать судебными этими. Эту ситуацию сама Данилова никак не комментирует, ведь в данный момент она находится за пределами страны и просто недоступна. Der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Регулировать ситуацию теперь предстоит в суде, и жители дома к этому готовы. Правда, реальность в нашем царстве-государстве до сих пор такова, что прав тот, у кого больше прав.